Трагические события осени 1992 года легли мрачной пеленой на весь ингушский народ. Они увековечены в памяти, сердцах людей, а также на страницах истории. Преступление, которое не имеет срока давности и у которого нет никакого оправдания. В эти дни в республике прошел ряд траурных мероприятий, в числе которых книжные выставки, тематические вечера и многое другое. Отдали дань памяти жертвам трагических событий осени 1992 года и в пригороде Парижа, в городе Сержи. Культурно-гуманитарный центр Галгая-Глигви организовал траурное мероприятие, которое стало средоточием неравнодушных людей со всей страны. На культурно-массовое мероприятие по приглашению ассоциации прибыли участники Совета старейшин ингушей Франции. Собравшиеся произнесли молитвы, включая суру Ясин и аяты из священного Корана, почти в память всех ушедших. На мероприятие прибыли гости, преодолевшие более 600 километров, чтобы почтить память жертв трагедии. Среди присутствующих были почетные гости из Азербайджанской ассоциации во главе с Айтан Мурадовой, представители африканских общин, делегации из соседней Чечни, работники администрации города, а также местные французы, проявившие большой интерес к истории ингушского народа и событиям тех сложных лет. Обслуживала гостей по всем канонам и нормам этикета молодежь, демонстрируя при этом всю красоту ингушских традиций. Женщины также внесли значимый вклад, познакомив гостей с традиционными блюдами и лакомствами ингушской кухни, которые никого еще не оставляли равнодушным. Таким образом, ингушский народ, будь то на родине или в пригороде Парижа, ежегодно отдает дань глубокой памяти погибшим в трагические дни осени 1992 года. В те дни десятки тысяч человек остались без дома, имущества и вынужденно покинули места своего исторического проживания. Сотни жителей пригородного района и Владикавказа ингушской национальности, среди которых дети, старики, женщины, погибли, получили увечья, а судьбы многих из них до сих пор неизвестны. Не предъявлены места их захоронений, немалое количество считается без вести пропавшими. Эта встреча напомнила всем о важности сохранения исторической памяти и ценности культурных традиций, которые объединяют людей независимо от их происхождения. Культурно-гуманитарный центр Галгая-Глигви с момента его создания чествует все значимые для Ингушетии события, в числе которых праздничные и памятные даты. Важно отметить, что ассоциация занимается не только вопросами культуры, но и вопросами физического воспитания молодежи. Как отметил президент культурно-гуманитарного центра Михаил Костоев, не останутся без внимания и печальные события февраля 1944 года. В планах у учредителей ассоциации увеличить проводимые социально-культурные мероприятия, а также почаще проводить различные выставки. Долг каждого из нас не забывать горькие уроки истории и сделать все, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторились. Хава Мальсагова, «Утро Ингушетии».